Добрый вечер телезрителям 3 телеканалов Якутия-24, НВК Саха, Мамонт и слушатели Радио ТТ. Это прямой эфир, дебаты, совместные агитационные мероприятия к выборам депутатов Госсобрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Это Аян Васильев от партии КПРФ. И это Ольга Саргыдаева от партии «Справедливая Россия». Приветствую вас, уважаемые участники, еще раз и обозначу тему нашего сегодняшнего разговора. Звучит она следующим образом: образование и молодежь, пути развития и меры поддержки. Для начала, перед тем, как перейти к вопросам, вступительное слово. Вам 1 минута. Что вы думаете об этой теме? Что скажете? Актуально это? Нужно? Необходимо? Аян Ильич Васильев, КПРФ, ваша минута начинается. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как меня представили, я от Коммунистической партии Российской Федерации, сам работаю в системе образования, учитель и директор общеобразовательной школы в микрорайоне Марха города Якутска. Еще 5 лет назад мы с друзьями, знакомыми, неравнодушными родителями инициировали создание общественной организации «Родительский совет города Якутска», который мы впоследствии юридически зарегистрировали, и эта организация к сегодняшнему дню явилась уже достаточно таким серьезным общественным объединением в рамках города. Для чего это мы сделали? Потому что проблемы образования нашего подрастающего поколения, проблемы молодежи для нас очень актуальны. Я являюсь отцом 2 детей и понимаю, что это и проблема каждой из нашей семьи. Спасибо. Ольга Николаевна Саргыдаева от партии «Справедливая Россия». Ваша вступительная речь. Что вы думаете о теме образования и молодежь? Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Прежде всего, мы хотим сказать о том, что образование – это одна из главных задач государства. Сегодня президент Российской Федерации озвучил, есть политическая воля о том, что мы, россияне, в течение ближайших 6 лет должны войти в 10 лучших стран по уровню образования. И на августовском совещании тоже временно исполняющий обязанности главы республики нашей также озвучил о том, что есть проблемы в отрасли образования. И образование требует системной реформы. И мы сегодня, наверное, более подробно поговорим об этой проблеме. И проблема существует. Но «Справедливая Россия» всегда говорила и говорит о том, что у нас образование всегда должна быть доступной, качественной и бесплатной. Спасибо. Давайте начнем подробное обсуждение темы. Начнем с образования. Что вы думаете о системе образования в Якутии на день сегодняшний? В каком она состоянии? Что следует развивать, улучшать в этой отрасли? Аян Васильев, КПРФ, вы начинаете. 2 минуты на ответ. Еще в 1961 году президент Соединенных Штатов Джордж Кеннеди, когда первый человек полетел в космос, это был советский человек, он сказал: мы проиграли Советскому Союзу за школьной партой. И действительно, в 60-е и 80-е годы классическая система образования СССР была лучшей в мире. А что имеем мы сейчас, да? По различным системам оценивания Россия сейчас по образованию находится занимает 20-е, 40-е позиции. Вот подавляющее большинство российских студентов учатся сегодня на платных отделениях вузов. Ежегодно увеличивается платный сегмент даже и школьного образования. И хочу заметить, что в современной России расходы на образование составляют всего лишь 4% от ВВП, в то время как в советский период этот показатель варьировал от 7 до 10% валового внутреннего продукта. Практически, конечно, полностью уничтожено профтехобразование. И наша партия идет, вот молодежная программа КПРФ, и здесь есть раздел «Доступное образование». О чем мы хотели бы сказать, да? Необходимо, самое главное, на общефедеральном уровне увеличить расходы федерального бюджета на образование вплоть до 10% от внутреннего валового продукта. Необходимо, на наш взгляд, отказаться от единого государственного экзамена как единственной формы аттестации выпускников школ. Также нам надо отказаться от заимствованной на Западе 2 уровней системы
это бакалавриат и магистратура, которая принесла на самом деле с собой снижение качества образования. Мы бы хотели ввести законодательно запрет на сокращение числа бесплатных бюджетных мест как в вузах, так и в СУЗах. Спасибо. Ольга Николаевна Саргыдаева, «Справедливая Россия». Что вы думаете, какой видите систему образования в Якутии? 2 минуты. Ну вот, если я до этого говорила о том, что страна, руководство страны уже сказало о том, что есть, признали о том, что у нас есть проблемы в системе образования, мы, наверное, все, как было озвучено, должны всем обществом подумать, каким образом мы должны прийти, изменить эту систему образования. И сегодня уже организованы, насколько я понимаю, требуются предложения для того, чтобы в сентябре временно исполняющий обязанности главы республики, говорят, будет подписывать указ об реформе системы образования по Якутии. В первую очередь, конечно, образование это, состоит из 3 частей. Это в первую очередь материально-техническая база. От 652 школ у нас сегодня ветками признаны 59 штук. 59 штук, то есть находятся в аварийном состоянии. Те школы, которые находятся, малокомплектные школы, в сельских поселениях, которые деревянные школы, они в основном не благоустроены. То есть это огромные деньги, в первую очередь огромные средства. И, конечно, без федерального бюджета, без поддержки федерального бюджета мы с этими проблемами сами, как республика, не справимся. Нужно это признавать. Это в первую очередь. Вторую составляющую у нас имеет сам образовательный процесс. Образовательный процесс у нас зачастую принимается как учитель пришел, обучил детей, и потом аттестацию принял, там экзамены принял, выпустили, и на этом все. Всегда мои учителя мне говорили о том, что 2 выдающихся учителя в республике Саха-Якутия были, и их опыт должен быть продолжен. Это Верхневилюйская физмат-школа и Чурапчинская спортивная школа, где преподавал Коркин. И мы думаем... Время вышло. Перейдем ко второй части нашей темы. Это молодежь. Что необходимо, по-вашему, сделать для того, чтобы поддержать выпускников вузов и СУЗов в республике для начального этапа их карьеры, чтобы они были конкурентоспособными на рынке труда? Аян Васильев, КПРФ, 2 минуты также на ответ. Молодежная безработица, как известно, является одним из важнейших индикаторов общего социального положения молодежи в любой стране. Что касается нашей республики, то доля безработных примерно составляет 8-10%, в то время как доля безработных среди молодежи в возрасте от 20-29 лет составляет порядка 35%. Особенно уязвимы здесь молодые люди, не имеющие опыта трудовой деятельности. Да? Чем это объясняется? Это высокий уровень безработицы, как в Якутии, так и по стране в целом. Да? За годы так называемых реформ в стране прекратили существовать десятки тысяч промышленных предприятий, заводов, фабрик, совхозов и так далее, где могли трудиться молодые люди. И следствием чего молодые люди теперь трудоустраиваются в сфере обслуживания и торговли. Вплоть до 50% выпускников вузов не могут найти специальность по профессии. У нас рынок перенащен юристами, экономистами, различного рода менеджерами. Что мы предлагаем? В первую очередь необходимо принять закон о первом рабочем месте для молодых людей, который бы гарантировал бы получение работы по специальности через восстановление плановой системы набора студентов в вузы и их распределение на работу в соответствии с полученной специальностью. Необходимо также квотирование рабочих мест для молодых специалистов и установление налоговых льгот как раз для этих организаций, активно использующих труд молодых специалистов. Я думаю, что не нужно изобретать велосипед. В советское время была очень хорошая система распределения именно выпускников вузов по организациям и предприятиям. Спасибо. Ольга Саргыдаева, «Справедливая Россия». Поддержка молодежи, студентов, выпускников на начальном этапе карьеры. Что вы об этом думаете? Что нужно делать для этого? 2 минуты ваши.
Но на начальном этапе каждого молодого человека обязательно нужно поддерживать. Поддерживать не в плане того, что конкретно какими-то экономическими благами, а поддерживать именно помочь ему обучиться в первую очередь именно востребованной профессии. Сегодня у нас как происходит? СУЗы у нас выпускают невостребованных рабочих кадров. У нас специальные учебные заведения средние выпускают людей, которые уже по устаревшим профессиям. И, соответственно, эти молодые люди не находят себя в этом обществе. Многие остаются безработными, есть такая проблема. Нужно будет сказать о том, что система подготовки высших кадров также требует, чтобы это были именно научно обоснованные требования, заказы государства. Да? И только тогда у нас, если будет заказ государства, если оно будет обосновано, каждый молодой человек может найти себе место под этим солнцем. И, соответственно, если он найдет работу, он будет трудиться, он будет в завтрашнем дне уверен, соответственно, у него и будет и семья, и дети. И мы говорим о том, что «Справедливая Россия» еще в 2013 году говорили о том, что квотирование рабочих мест для молодых специалистов обязательно. Любыми экономическими благами для этих предприятий мы должны экономически стимулировать о том, чтобы эти предприятия привлекали молодежь. В-третьих, мы говорим о поддержке молодых кадров, молодых сотрудников именно путем привлечения их в села, населенные пункты сельские, и предоставив им кредиты с маленькими процентами. Спасибо. Уважаемые участники, вопросы закончились, но у вас будет по 1 минуте для того, чтобы обратиться к жителям республики в преддверии выборов 9 сентября. Аян Ильич Васильев, КПРФ, ваша минута, пожалуйста. В настоящее время в обществе царит идеология крайнего индивидуализма, культивируется жестокость, насилие, пошлость, нажива и обогащение. Какие морально-нравственные ориентиры наше государство предлагает подрастающему поколению нашей молодежи? Да? У меня на этот вопрос нет ответа. Наше государство даже не сформулировало единую оценку или отношение, если хотите, к собственной истории. И чтобы поменять в корне именно проблемы нашей молодежи и образования, мы должны поменять именно это отношение. И наша партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, призывает: мы должны вернуться к нашим государственным устоям, к патриотизму, любви к родине, коллективизм. Вот эти ценности должны быть возрождены. За Коммунистическую партию Российской Федерации. Спасибо вам. Ольга Николаевна Саргадаева, партия «Справедливая Россия». Ваша минута для обращения к якутянам. Пожалуйста. Уважаемые жители города Якутска, Республики Саха-Якутия. 9 сентября нынче состоятся выборы Государственное собрание Ил-Тюмен, а также мы изберем главу Республики Саха-Якутия. И мы знаем то, что мэра города Якутска и депутатов Якутской городской думы. От вашего голоса будет зависеть наше будущее наших детей. И именно если есть сегодня политическая воля изменить систему образования, мы с вами, если придем на выборы и поддержим партию «Справедливая Россия», мы выберем для себя достойное, доступное, качественное образование. Приходите на избирательные участки и проголосуйте за партию «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. Спасибо. Это были Ольга Саргадаева от партии «Справедливая Россия» и Аян Васильев от партии КПРФ. Благодарю вас за участие. Спасибо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, я с вами прощаюсь. С понедельника по пятницу смотрите совместные агитационные мероприятия на наших телеканалах. Спасибо. До следующих встреч на наших эфирах.